Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами программа «Честный разговор». В ней мы вместе с экспертами и лидерами мнений обсуждаем самые важные события региона. Честно и с разных позиций. С вами в студии Ирина Ефимова. В воскресенье, 31 мая, в нашей республике завершается объявленный срок действия ограничений. Якутяне ждут этого с нетерпением. Встречи с родственниками и друзьями, открытие ресторанов, салонов красоты, фитнес-клубов и торговых центров. Многим кажется, что к привычной жизни можно вернуться в одночасье. Но так ли это? Тем более не исключено, что из-за роста числа заболевших самоизоляцию придется продлить. Конечно же, нас всех волнует ситуация по городу Якутску. Вот если посмотреть статистику, то из 1445 случаев заболевания 1103 – это город Якутск. И понятно, что пока по городу Якутску мы ситуацию не стабилизируем, говорить о снятии ограничений в целом по республике не приходится. Что ждет якутян после 1 июня? Как вести себя, чтобы приблизить снятие ограничений? А главное, как не спровоцировать новый виток заболевания? Сегодня мы рассмотрим опыт других стран, который может помочь скорее побороть коронавирус. Тема нашего сегодняшнего выпуска – смягчение режима самоизоляции. Новые реалии для общества и бизнеса. Соединенные Штаты Америки – лидер антирейтинга по распространению коронавируса. Более 1,5 миллиона заболевших, почти 100 тысяч погибших. Несмотря на то, что вирус до сих пор бушует в стране, власти приняли противоречивое решение смягчить ограничения. Позицию главы Белого дома разделяют многие штаты. Так, губернатор Аляски считает, что штат полностью возвращается к нормальной жизни. Что сейчас происходит на Аляске в городе-побратиме Якутска Фэрбанксе? С нами на связи владелец крупного бизнеса и общественный деятель Сет Чорч. Здравствуйте. Сет, якутяне знают и помнят, что в годы Великой Отечественной войны через нашу республику пролегала, и не просто пролегала, а центр управления был в Якутске, трасса Алсип, Аляска, Сибирь, по которой перегоняли американские самолеты на Восточный фронт. Вы знаете об этой исторической связи наших регионов? Да, конечно, я знаю. У нас в Фэрбанксе есть парк, где установлен монумент, посвященный сотрудничеству СССР и США, и мы все об этом знаем в Фэрбанксе. Очень здорово, что на Аляске тоже об этом помнят. А теперь к основной теме нашего разговора. Где вас застала пандемия, как она повлияла на ваш бизнес и на жизнь в целом? Я был в Ирландии, когда президент Дональд Трамп сообщил, что страна закрывается на карантин, и мне очень быстро нужно было собраться, и пришлось возвращаться домой на Аляску. Что сейчас происходит в Фэрбанксе, и какие бы вы, может быть, советы дали жителям города-побратима? После того, как я вернулся домой на Аляску, мне пришлось провести 14 дней в карантине. В это время у меня не было симптомов никаких, однако позднее у меня появились некоторые симптомы коронавирусной инфекции. Мне пришлось сдать анализы, и мне поставили диагноз пневмония. После этого я еще находился на карантине и прохожу до сих пор лечение и поправляюсь. С 26 мая на Аляске у нас начали уменьшать ограничительные меры. Сейчас все меры сводятся к тому, что люди обязаны носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Ну и, может быть, какие-то советы вы бы дали жителям города-побратима все-таки? Я бы сказал, что очень важно все-таки воспринимать все советы, которые поступают от правительства, всерьез. Необходимо действительно соблюдать социальную дистанцию, носить маски, соблюдать все правила и понимать, что все эти меры, они необходимы даже не сколько ради вас, для вас, а ради здоровья ваших близких. Спасибо большое. С нами был Сет Чорч из Фэрбанкса, Аляска, где даже после снятия карантина граждане продолжают сохранять социальную дистанцию, носить маски и пользоваться другими средствами личной безопасности. Теперь давайте обратимся к европейскому опыту. В Старом Свете пандемия забрала сотни тысяч жизней. Наибольшие потери понесли Великобритания, Италия, Испания и Франция. По оценкам экспертов, в этих странах ввели жесткие ограничения слишком поздно. Во Франции, где жертвами COVID-19 стали почти 30 тысяч человек, в последнее время зафиксировано снижение заражаемости.
И хотя опасность второй волны реальна, власти страны сняли ряд ограничений. Давайте спросим, что думают об этом журналисты крупнейшего телеканала Европы ТФ1 Оливье и Эмили Рифе. Оливье, Эмили, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, коротко о себе, чем вы занимаетесь, где вы живете и где вас застала пандемия. Мы находились в тот момент в Париже, когда Эммануэль Макрон объявил о начале самоизоляции и дал 48 часов людям, которые хотят переехать в свои летние дома и так далее. Нам повезло, у нас есть свой дом в Нормандии, и мы сразу уехали в наш, дом с нашими 2 детьми, где, собственно, и живем вот уже последние 3 месяца. А расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то среди мер, принятых правительством Франции, какие-то меры, которые вызвали неодобрение у граждан или, может быть, были не столь эффективны? В самом начале кризиса можно сказать о том, что нация сначала объединилась. И это длилось где-то месяц. Политики спокойно вещали, все соглашались. Но потом начали появляться проблемы. Особенно это касалось нехватки, например, масок, неподготовленности системы здравоохранения, а также того, что, например, не хватало тестов для определения, человек заражен коронавирусом или нет. И, собственно, возникли также большие проблемы, полемика насчет того, закрывать ли границы или нет, а также куда же делись все маски, почему же они куда-то все девались, если 10 лет на всех все хватало. В общем, во Франции всегда существует много мнений, всегда существует оппозиция и так далее. А как сейчас Франция выходит из карантина? En principe, on est censé être déconfiné depuis le 11 mai. На самом деле все происходит очень сложно. Да, с 11 мая официально мы вышли на работу, но при этом Франция разделена на 2 зоны, на красную и на зеленую. Например, Париж, он попал в красную зону, и, например, наши школы до сих пор не открылись. Сейчас вышло новое правило, что нельзя французам отдаляться на 100 километров от своего дома. Зеленые зоны, они есть, да. Там, например, открылись маленькие магазины, пока, конечно, не кинотеатры, не театры там и так далее, парки. А в красной зоне вообще все закрыто, маленькие магазинчики тоже закрыты. Но надо сказать, что в последние дни тенденция позитивная, положительная, и возможно, что красная зона будет потихоньку уменьшаться, и потихоньку откроются школы. Пока что я могу сказать, что даже в зеленых зонах пока что максимум по 15 детей в класс. Мы видим, что Франция пошла по схожему с Якутией пути, вводя ограничения с учетом специфики территорий. А Франция также славится своей кухней. Еда для французов – важный элемент культуры. Что стало с ресторанным бизнесом в этой стране? Возможно, опыт французских рестораторов окажется полезным для наших предпринимателей. А с нами на связи владелец и управляющий 2 ресторанов в центре Парижа Габан Жери. Габан, здравствуйте. Bonjour. Расскажите, что произошло с вашими заведениями в период пандемии? Ce qui s'est passé, c'est qu'on Когда началась пандемия в Италии, мы не очень серьезно к этому отнеслись, но это нас коснулось в субботу в 20 часов, когда нам было сказано, в 12 часов вы закрываете все свои рестораны на 3 месяца. То есть это было очень неожиданно для нас всех. А сейчас что происходит? Вы работаете на доставку или... Alors, on nous autorise à maintenir la livraison ou la vente à emporter. Нам разрешили доставку 2,5 месяца назад. Это началось, и в течение первой же недели во время самоизоляции мы поняли, что это абсолютно нерентабельно. Потому что, чтобы доставлять, надо было иметь пропуска и так далее. И вот начиная с тех пор, как объявили, конец самоизоляции, мы сейчас, когда можем спокойно доставлять, ездить куда угодно, ну вот более-менее у нас начинают, доходы немножко расти, но надо сказать, что работает сейчас только 1/3 персонала, а 2/3 персонала, получается, без работы сидит сейчас. Так что мы очень ждем решения нашего правительства. Ну, то есть самые тяжелые времена, самые жесткие ограничения остались уже позади. И когда ваши рестораны откроются уже, совсем откроются, что изменится в их работе? Вы знаете, дело в том, что мы сейчас совершенно не знаем. Мы знаем, как себя вести в общественном транспорте, знаем, что есть социальная дистанция, да, какие меры предпринимать, чтобы не заразиться и так далее, например, когда ты находишься в магазине. А в том, что касается ресторанов, вообще никакой информации пока что нет. Я надеюсь, что в ближайшее время 2/3 заполняемости наших ресторанов мы сможем обеспечить, но как при этом все это будет действовать, пока никакой информации на этот счет у нас нет.
А может быть, вы смогли бы что-то посоветовать своим якутским коллегам, которые сейчас в похожей ситуации находятся? Déjà, si réouvre, si, voilà, Я могу посоветовать своим коллегам-рестораторам, что, наверное, прежде всего нужно изучить опыт других стран, которые открылись до нас. Потому что конкретно по нам я советов, наверное, давать не могу. Наверное, нужно изучать опыт других стран. Что ж, спасибо вам большое и удачи. Спасибо. Тем временем Федерация рестораторов и ательеров России обратилась к властям с предложением открывать заведения в 3 этапа. На первом предлагается разрешить ресторанам и кафе работать на вынос и осуществлять доставку готовой продукции. На втором этапе должны открыться все летние кафе и небольшие заведения площадью до 200 квадратных метров. На третьем этапе общепит вернется к работе в штатном режиме. Бизнес и граждане надеются на скорое окончание пандемии. Однако многие эксперты уверены, о полноценном возврате к докоронавирусной реальности можно будет говорить только когда за сутки в стране не будет выявлено ни одного носителя COVID-19. Китай первым на себя принял удар коронавируса. Вовремя принятые меры, мобилизация системы здравоохранения и жесткое соблюдение карантинных мер принесли результат. Что же происходит в Поднебесной сейчас? На связи со студией из Гуанчжоу, уроженка Якутии, предприниматель Ролетта Иванова. Здравствуйте, Ролетта. Здравствуйте, Ирина. Вы находились в Китае во время зарождения пандемии. Расскажите, пожалуйста, как это было, какие сферы жизни пострадали, в первую очередь, как действовали власти Китайской Народной Республики? Да, мало кто знает, что в Китае нет отпусков, и путешествовать китайцы могут только во время государственных праздников. Вот, и это посодействовало быстрому распространению коронавируса в период китайского Нового года. Точнее, вот традиции, связанные с ним. 19 января, когда вирус уже начал гулять по городу, уханьцы, как и другие жители Поднебесной, устраивали торжественные ужины, ходили друг к другу в гости. Люди собирались вместе десятками, а то и сотнями. Это и стало вот идеальной средой для распространения коронавируса. Уже через 10 дней, 29 января, болезнь была зафиксирована в каждом регионе Китая. Когда власти осознали масштаб угрозы, последовала стремительная и неожиданная для большинства жителей Китая реакция. В стране был объявлен карантин, а точнее 2 карантина, жесткий и обычный. Все зависело от провинции. Об одночасье закрылись все общественные учреждения, людям запретили выходить без специального пропуска с территории гарденов, где они проживают. Еду и медикаменты стали развозить специальные курьеры. Практически был остановлен весь общественный транспорт. Иностранцы вообще удивлялись тому, что китайцы как один резко надели маски, но мало кого это побудило последовать их примеру сразу. В городах ввели пропускную систему, жилые комплексы, так называемые гардены, на территории офисных центров запретили визиты гостей, рестораны, кафе перестали работать и перешли на работу на вынос. Вот. Повсеместно была введена проверка температуры. Естественно, по всей стране началась массовая информационная кампания, направленная на продвижение социальной ответственности и обеспечение способов личной защиты и гигиены в условиях пандемии. А действительно ли сейчас вирус в Китае уже повержен? И как повлияла пандемия на вашу жизнь и бизнес? Глобальный карантин уже закончился, но до сих пор большую часть времени все находятся дома. Я живу близ Гуанчжоу, провинция Гуандун. Здесь между кварталами были установлены металлические, иногда даже бетонные заграждения между кварталами, с проходом, для того, чтобы по району не ходили посторонние люди. То бишь мы должны были подтверждать, что мы живем вот в этом районе. Каждый имеет карточку здоровья. В телефоне, в приложении WeChat установлена программа со всеми данными, и она выдает маршруты передвижения. То бишь, вот вы купили где-то в супермаркете что-то, то бишь уже все известно, где вы были уже. Хоть сейчас уже нет драконовских мер, наоборот, стали открываться парки, рестораны, заработали большинство фабрик и заводов, но по-прежнему закрыты кинотеатры.
и увеселительные заведения. Жесткие ограничения в основном касаются въезда иностранных граждан и прибывающих китайцев из других стран. Мой бизнес пережил пандемию с наименьшими потерями и особых проблем во время карантина не ощутил. Закупки и поставки продолжаются, мы это делаем онлайн со старыми своими партнерами. В Китае ковид отступил благодаря соблюдению очень строгих мер и дисциплине. Но мы и сейчас продолжаем носить маски, соблюдаем гигиену и социальную дистанцию. Прошу земляков набраться терпения еще раз. Этого может коснуться каждого. Надо поберечь себя и своих близких и проявить дисциплину и ответственность. Поверьте, самое безопасное сейчас для вас – находиться дома. Спасибо, Арлетта. Ну что ж, мы узнали, как с пандемией боролись в других странах и как там выглядит возврат к нормальной жизни. А теперь я предлагаю взглянуть на путь, пройденный Якутией. На связи с нашей студией глава республики Арсений Сергеевич Николаев. Арсений Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Прошло уже больше 2 месяцев с того момента, как в нашей республике действует режим повышенной готовности. И как вы можете оценить борьбу с инфекцией у нас? Насколько мы и наша система здравоохранения были готовы к встрече с врагом? Я в целом считаю, что система здравоохранения и республики, и в целом наши справились с этой очень тяжелой, коварной болезнью неплохо. Если сравнивать с другими странами, то в отличие от многих других, в нашей стране и в республике не допущен риск смертности. Ведь важно же не то, сколько человек заразило болезнью, а именно сколько погибло, какие были последствия. И вот система, которая у нас в республике работает, она позволяет нам сегодня выявлять достаточно большое количество заболевших, инфицированных людей на ранней бессимптомной стадии и достаточно активно их лечить. Могу сказать, что у нас сегодня где-то порядка 33-34% инфицированных мы выявляем абсолютно бессимптомно. И еще настолько же это в легкой форме. Ну и, конечно же, к сожалению, все равно у нас остаются и тяжелые, за жизнь которых наши врачи борются. Я в целом считаю, что на сегодняшний момент, хотя борьба еще далеко не закончилась, но система здравоохранения республики, вот ее трехуровневая система, которая была создана, она показывает неплохие результаты. Арсений Сергеевич, а как вы можете объяснить такой большой прирост заболевших за последнее время? Да, у нас есть очень серьезное повышение числа заболевших буквально в последние дни. Это как раз следствие той эйфории, которая охватила многих людей после 12 мая, когда в целом по стране ряд ограничительных мер были сняты. У нас в Якутске они особо не смягчались, но, по крайней мере, были разрешены одиночные прогулки, занятия физкультурой, открылся городской парк с рядом ограничений. Это все было сделано по просьбе руководства города. Но, к сожалению, вот то, как у нас многие себя повели, оно, конечно, не выдерживает никакой критики. Никакого соблюдения социальной дистанции, отсутствие масочного режима на предприятиях, учреждениях, в общественном транспорте, несоблюдение режима самоизоляции теми, кто обязан на этом режиме находиться. Вот этот клубок таких клубок различных нарушений, он повлек за собой как раз резкое повышение количества больных с 20-х чисел мая. До этого времени, можно сказать, что у нас в республике в целом и город Якутск, в частности, мы были практически абсолютно благополучными с точки зрения эпидемиологической ситуации и ее развития. Вот это ухудшение ситуации, конечно же, вывело нас в 20-ку регионов по количеству заболевших на 100 тысяч населения. Это, конечно, ничего хорошего в этом нет. При этом на сегодняшний день запас и по количеству коек, по лекарствам, по количеству медработников, которые занимаются лечением людей, он у нас достаточно существенный. Вот. Мы справляемся.
Вот. Наша сейчас главная задача – это удержать город Якутск и постепенно стабилизировав ситуацию, уже количество все-таки здесь зараженных начать уже уменьшать. Ну и ситуацию удержаться также и по районам, потому что, к сожалению, и по многим другим районам все равно количество больных, оно появляется, начинает расти. Вот ситуация такая напряженная по Намскому улусу. Мы были вынуждены даже ввести режим карантина в селе Салбан. Ситуация непростая по Мегино-Кангаласскому улусу. Ленск, Мирный, они у нас традиционно тоже вызывают опасения. В Алдане у нас мы как бы закончили эпопею с карантином. Мы справились благодаря, на самом деле, очень правильной, на мой взгляд, правильному поведению жителей Алдана, в том числе, которые соблюдали режим самоизоляции, режим карантина. Мы смогли справиться с вспышкой коронавируса, которая у нас там была привозная. Но сейчас там у нас достаточно большое количество людей, порядка 37 больных, но они в основном все вахтовые рабочие. Вот. Не могу сказать, что там ситуация тяжелая, так, но она контролируется, но все равно расслабляться никаким образом нельзя. Поэтому наша главная сейчас задача удержать Якутск и стабилизировать здесь ситуацию. Вот. Ну и по другим районам не допустить расширения распространения коронавирусной инфекции. В это воскресенье, 31 мая, истекает срок действующих ограничений. И что же ждет жителей Якутии с 1 июня? Знаете, режим ограничений, который действует у нас в республике, он был одним из самых таких либеральных, я бы так сказал, в целом по России. Если во многих других субъектах останавливались промышленные предприятия, останавливались строительные площадки, сельхозпроизводство, то у нас был перечень тех учреждений, предприятий, которые работать не могут. Это в основном была все-таки торговля и сфера услуг. Вот, все остальное было разрешено. Вот. И поэтому и март, и апрель, и вот сейчас большую часть мая, так, все эти предприятия работают. Поэтому вот то, что сейчас по стране везде снимается как бы карантин и первый этап, как бы называется, да, вот, снятие ограничительных мер, он у нас в Якутии на самом деле давно уже реализован. У нас давно уже работают те же магазины непродовольственные, специализированные, отдельно стоящие здания. Площадь даже не 400, как вот сейчас предписывается, а до 1000 квадратных метров. Ну и другие послабления уже сделаны. Вот. Другой вопрос, что 31-го, конечно же, мы ослаблять уже и переходить там на второй, на третий этап, ну никак не можем. Вот. Давайте мы еще раз вспомним, у нас республика на сегодняшний день поделена на 4 зоны. Первая – это арктическая и труднодоступные наши населенные пункты, которые сегодня самоизолированы самой природой. В них в подавляющем большинстве вообще ни одного случая коронавирусной инфекции за эти месяцы не зафиксировано. В них сегодня все ограничения, какие есть, они все сняты, кроме массовых мероприятий численностью свыше 50 человек. Вторая большая такая крупная группа – это населенные пункты, которые у нас в основном находятся в сельской местности. И в центральной группе, в Заречной, в Вилюйской зоне улуса, в других местах. Там, в принципе, у нас ограничения тоже очень серьезно все сняты. Но остались определенные ограничения, связанные с работой сферы услуг, вот, ну и общепита. Вот, торговля там вся уже сейчас работает. Другой вопрос, я считаю, что это абсолютно оправданным. Ряд глав районов в тех местах, где появляются люди, инфицированные коронавирусной инфекцией, они вводят ограничения и работу в этих торговых центрах, работу торговли непродовольственными товарами приостанавливают. Я считаю, что это оправдано, и мы поддерживаем такие решения глав. Это делается локальными актами, ну и на достаточно короткий срок времени. Третья группа – это наши крупные уже населенные пункты. Это Якутск, Жатай, Нерюнгринский, Мирнинский, Алданский, Ленский районы, Нижний Бестях, Тикси, Покровск. На их территории у нас режим полной самоизоляции. Я не вижу сейчас оснований считать, что мы его после 31 мая снизим.
Потому что, к сожалению, по всем этим населенным пунктам, по всем этим районам у нас сегодня случаи коронавирусной инфекции регистрируются каждый день. Более того, по городу Якутску она практически за неделю количество зарегистрированных больных выросло в 2 раза. Естественно, в таких условиях ни о каком снятии ограничений речи идти не может. И поэтому мы сейчас на оперштабе рассмотрим и уже выпустим решение о дальнейшем продолжении ограничений. Сейчас обсуждается срок, это или 10 дней, или 2 недели. Спасибо, Александр Сергеевич. Хочется верить, что жители республики, прежде всего Якутска, возьмут себя в руки и будут соблюдать предписанные режимы. Тогда мы уже в июне начнем возвращаться к нормальной жизни. Конечно, сейчас самое главное – это на самом деле соблюдать все эти режимы самоограничения. Причем не только граждане должны это делать в общественном транспорте, в учреждениях там, торговли и так далее, но те же руководители учреждений и предприятий, еще раз повторяю, они несут персональную ответственность за соблюдение этого режима на территории своих предприятий, компаний, учреждений. Потому что, к сожалению, со стороны многих руководителей есть полное непонимание с персональной ответственности. Когда там руководитель высшего учебного заведения после субботника устраивает такой, знаете, обед для своих студентов прямо на открытом воздухе, так, ну, где без никакого соблюдения социального дистанцирования дети собираются, ну, это же очень крайне опасно. Крайне опасно. Вот. И это прямое нарушение всех режимов самоизоляции. Когда у нас, к сожалению, люди даже вполне такого достаточно серьезного уровня тоже считают для себя возможным там сфотографироваться, вот, когда там 3, 4, 5 человек здесь прямо в городе сидят там, и опять же режим социального дистанцирования не соблюдается, но это же тоже очень грубое нарушение. Вот, поэтому эти вещи все нам надо понимать, через себя пропускать. Вот если мы все будем все эти режимы соблюдать, то мы, конечно же, эту болезнь преодолеем. Еще раз говорю, система здравоохранения сегодня настроена, она работает, она справляется с этой задачей. И нашим медикам еще раз надо выразить огромную благодарность за их самоотверженный труд. Считаю, что хорошо отрабатывают и органы муниципальной, республиканской, федеральной власти на территории Республики Якутска в частности. Вместе с тем вот, надо нашему обществу в целом повысить свое самосознание. И вот эти ограничения все-таки для каждого человека они написаны, и их надо принять и их выдержать. Выдерживали мы их достаточно долго, 2 месяца, так, было все нормально. Немножко распустились, и вот сразу произошел сбой. Здесь надо еще раз собраться, выждать еще некоторое время, так, и все у нас образуется, и этот коронавирус мы окончательно победим. Хочется верить, что победим. Спасибо. Спасибо. Как мы узнали от гостей выпуска, снять всеобщую самоизоляцию в других странах позволили не только жесткие действия власти, но в первую очередь гражданская ответственность самих людей. А ведь быть осторожными и соблюдать меры безопасности нам придется и после снятия ограничений. Такова наша новая реальность. В противном случае болезнь начнет распространяться с новой силой, и последствия окажутся еще более печальными. С вами была программа «Честный разговор» и я, ее ведущая Ирина Ефимова. Берегите друг друга и будьте здоровы. До свидания.